Коми продолжается сбор предложений по проектам народного бюджета на 2023 год. В муниципалитетах региона провели почти половину из более 400 запланированных собраний с местными жителями. О том, как проходят они в Ухте и какие предложения выдвинули местные жители, расскажет Виктория Науменко. Скромная мечта преподавателей, родителей учеников школы номер 16 – новое спортивное оборудование для детей. Здесь учатся активные ребята, есть свой спортклуб, но главное – школа находится в большом жилом районе, где остро не хватает спортивных объектов. Учитывая, что сейчас открылась набережная, то тут есть чем заняться. Но учитывая вот конкретно 16-ю школу, то у них нету своей спортивной площадки. То есть там детям приходится переходить на территорию 20-й школы. Даже я, когда вот училась в школе, мы туда приходили. Сейчас, как с этим обстоят дела, точно не знаю, но я считаю, что там нужна спортивная площадка, чтобы дети могли на физкультуре заниматься, было с чем заниматься, так скажем. Построить спортплощадку в этом районе с помощью проекта «Народный бюджет» в Ухте пытались не раз. Но проекты не выигрывали конкурсный отбор на республиканском уровне. В этот раз инициативная группа решила пойти другим путем. Новое оборудование в конкретной школе поможет решить проблему целого района. Мы просим нашу инициативную группу и родителей, и общественности поддержать наш проект по приобретению спортивного оборудования на базе 16-й школы не случайно, потому что она располагается в большом жилом микрорайоне. Здесь население заинтересовано в том, чтобы и в выходные дни родители вместе с детьми выходили на лыжню. Общая сумма на оборудование по условиям проекта – 600 тысяч рублей. В случае его победы 70% суммы выделит республика, 10 муниципалитет, 20 положат сами люди. На эти средства здесь планируют закупить лыжи, ботинки, палки, волейбольные, баскетбольные мячи, форму, а еще ноутбук. Та сумма, которую мы соберем с вами, она плавно переходит. Это подотчетные деньги, которые также могут войти в общую смету проекта. Она у вас здесь 605 тысяч, ее нужно будет убрать, округлить до 600. Собрание в школе номер 16 стало первым в Ухте в рамках народного бюджета на 2023 год. На сегодняшний день обсуждения прошли в отдаленных поселках. Там на программу тоже возлагают большие надежды. Так в деревне Паромис ждут расширения детской площадки. Она в деревне с населением чуть более 100 человек единственная. Детей не так уж много, но в летний период многократно увеличивается. Поэтому детская площадка, они считают, что это для них актуально. Существующая детская площадка, она небольшая, для более младшего возраста. А в поселке Кемдин очень нуждаются в ремонте пешеходного моста. 27 метров деревянный мост на 5 трубах опоры, и там необходима замена деревянного покрытия. Предложено сделать этого из бруса, чтобы это было намного дольше, и сделать новое ограждение. Это безопасность жителей. Общая сумма проекта 927 тысяч рублей. Теперь инициативным группам по каждому проекту необходимо собрать как можно больше голосов для того, чтобы у проекта было больше шансов пройти муниципальный республиканский отбор. Окончательное решение примет межведомственная комиссия в феврале следующего года. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.